На фестивале, что прошел в Москве, помимо конкурса была насыщенная деловая программа. Круглые столы, мастер-классы, выступления представителей Федерального агентства по печатям и массовым коммуникациям, экспертов по пиар. Также издатели, съехавшиеся со всей страны, выслушали доклады на тему ивентов, монетизации контента, художественного исполнения, безопасности к журнальной продукции. А еще, само собой, познакомились с коллегами и узнали, как живут другие газеты и журналы. Это, наверное, даже было ценнее, чем, скажем, там, ехать за призом или за там, нашей номинацией. Потому что мы увидели, что есть коллеги в других регионах, которые сталкиваются с теми же самыми абсолютно проблемами, которые находят точно так же художников-авторов. Да? Мы делились друг с другом какими-то находками, какими-то новыми подходами. И было очень интересно, что мы, выпуская 2 года журнал в новом формате, что-то делали интуитивно, а оказалось, так живет вся Россия, и эти находки, они актуальны и были интересны другим регионам. Конкурсная комиссия отметила, наш журнал сделан, учитывая детскую психологию. Цвета, от которых не устает глаз, мелованная, а не глянцевая бумага, определенный шрифт и фон. Все иллюстрации вручную. Кстати, журнал существенно изменился 2 года назад. В нем теперь постоянные герои, книга Жень и его друзья, которые знакомят юных читателей и их родителей с произведениями писателей. Еще есть образовательные и познавательные странички, где герои учат вежливости, правилам личной гигиены, а также способствуют творческому развитию. Это лисичка Кити, которая ведет модную рубрику, да, фэшн-иллюстрации. Это черепаха Борис, который в рубрике «Мир вокруг» рассказывает о животных и о том интересном, что происходит там, в этом мире. Ева, девочка, которая рассказывает о ресторанном этикете или каких-то историй блюд и мировой кухни. Ну и много-много других персонажей. Для редакции победа в конкурсе – это уверенность в том, что они делают все правильно. Команда идет верным путем. А насколько сложно делать именно детский журнал – вопрос, говорят, философский. Для детей нужно писать так же хорошо, как для взрослых, только лучше. Наверное, все знают это правило. Наверное, мы должны понимать, на каком языке сегодня говорят дети, использовать те образы, которые будут им близки. Главное – привить любовь к чтению через игровые формы, захватывающие рассказы интересных героев. Автор журнала, создавая его 20 лет назад, хотел, чтобы «Радуга» стала другом каждого ребенка. Отрадно, что даже спустя столько лет ориентиры редакции не меняются. Александр Карепин, Анна Зубарева, Артем Соколов, телеканал Юрган.